Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на совещании руководителей республиканских методических объединений. И первой для приветствия я даю слово хозяйке нашего института Галине Владимировне Китай-Городской. Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада, что в этом учебном году мы вновь с вами начинаем продолжать формировать единое профессиональное пространство. Именно благодаря каждому из вас, каждому руководителю республиканского объединения, сегодня система сопровождения педагогов, она сформирована. И, конечно, нам очень важно, что именно на первом заседании с представителями, с председателями РМО сегодня вместе с нами Олег Александрович Холопов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И именно Олег Александрович определил те задачи, которые для нас важны. И, конечно же, важно, что именно наш учредитель Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми определяет государственную политику в сфере образования. Передайте вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад присоединиться к сегодняшней встрече. Я так понимаю, это у нас первая, так скажем, установочная встреча, совещание с руководителями республиканских методических объединений, которая будет в последующем определять цели, задачи, содержание работы нашего профессионального сообщества в наступившем 2020-2021 учебном году. Сегодня в повестке нашей встречи, нашего совещания, на самом деле очень важные вопросы, начиная от подведения итогов работы республиканских методов объединений, о включении в новые проекты, в новые направления нашего взаимодействия. Но я хотел бы акцентировать внимание еще, конечно, вот на ряд таких моментов, ключевых, на наш взгляд, над которыми нам предстоит работать и в ближайшей перспективе, и в ближайшие годы. Безусловно, перед нашим профессиональным сообществом стоит множество очень важных, очень значимых задач, над которыми мы с вами вместе работаем. Но одна из ключевых, безусловно, это поручение нашего президента об обеспечении конкурентоспособности российского образования и о включении в десятку стран по качеству общего образования. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что, так скажем, рейтинг стран по качеству общего образования выстраивается на основании результатов независимых международных исследований, таких как TIMSS, PIRLS и PISA, безусловно. Я думаю, что тоже вы все прекрасно знаете, наше педагогическое сообщество, что вектор этих международных исследований, он изменился, то есть перешел от предметных компетенций наших школьников к функциональной грамотности, то есть способности наших с вами детей, так скажем, использовать свои знания и умения именно в повседневной жизни, в ситуациях, отличных от учебной деятельности. И именно в этом направлении нам с вами, безусловно, необходимо организовать работу по формированию функциональной грамотности наших учащихся. Да, безусловно, мы уже подключились к решению этих задач. Задачи перед нами стоят, это прежде всего и в подготовке педагогических работников, подготовке нашего педагогического сообщества, переформатированию работы методических служб муниципальных образований, формированию банка данных, измерителей, чтобы мы понимали тот уровень, ту систему, на которой мы сегодня, так скажем, находимся. По решению, думаю, вы знаете, да, последняя информация по решению стран-членов ОСР, международные исследования ПИЗа перенесены на 2022 год. Это, конечно, есть небольшой промежуток времени, когда мы можем организовать эту деятельность по подготовке, но на самом деле времени практически у нас не осталось. И также вы знаете, я думаю, что в этом учебном году, уже начиная с 8 октября, наш регион, наш субъект попал в выборку, тоже участвует в исследовании
российском исследовании по модели ПИЗа. У нас в выборку попали 75 образовательных организаций. Думаю, что представители педагогического сообщества, в том числе есть из школ, которые попали в данную выборку. В какой-то степени, наверное, это нам на руку, то, что мы попали уже в этом году в данное исследование по модели ПИЗа. То есть мы с вами уже в ближайшее время сможем увидеть, над чем нам надо работать, те пробелы, те дефициты, которые будут выявлены по результатам исследования по модели ПИЗа. И мы с вами будем ставить перед собой задачи и решать те проблемы, которые будут выявлены. Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день есть определенный дефицит измерительных материалов, которые помогли бы нам увидеть те проблемы, над которыми нам следует работать. В этой части хочу обратить ваше внимание, что с 1 октября, уже с 1 октября Федеральным институтом оценки качества образования запускается ресурс, на котором будут аккумулированы как раз измерительные материалы по модели ПИЗа, которые помогут нам с вами в работе с учащимися. Поэтому я прошу Институт развития образования, вас, коллеги, руководителей методических объединений, подключиться тоже к этой работе, чтобы этот ресурс позволит на самом деле решить такие важные задачи, как прежде всего познакомить самих ребят и обучающихся с теми измерителями, которые нам предстоит выполнять. Ну и, естественно, выстраивать работу с учетом тех материалов, которые представляют данный ресурс. Уже сегодня, по информации Федерального института развития образования, Федерального института оценки качества образования, должна была состояться презентация данного ресурса. Но пока вот не могу сказать, но уже речь идет о том, что с 1 октября данный ресурс должен заработать. Ну и еще раз повторяю, что одной из ключевых задач перед отраслью сегодня стоит включение в десятку стран по качеству общего образования, поэтому одно из важных ключевых направлений в нашей с вами совместной работе должно стать именно решение этих вопросов на уровне региона, на уровне муниципалитета, на уровне каждой школы в такой едином образовательном пространстве. У меня все. Спасибо, Катя. Спасибо, Олег Александрович. Ваши задачи поставлены не только перед институтом, но и перед председателями республиканских объединений. Конечно, мы понимаем, что сегодня федеральная задача, она определяет прежде всего реализацию тех проектов уже на очень высоком уровне, которые включены в национальный проект образования. И, уважаемые коллеги, мы выстроили сегодня повестку таким образом, чтобы не только рассмотреть задачи, но уже подвести итоги нашей работы и понять, каким образом сегодня с точки зрения новых технологий профессионального сопровождения работать с каждым педагогом, с каждой образовательной организацией и с каждым муниципальным образованием. Вот такие задачи интересные стоят. Анжелика Васильевна, я прошу вас представить нашу повестку, нашу программу, и далее уже мы будем работать в рамках регламента нашего совещания. Спасибо. О роли республиканских методических объединений в профессиональном развитии педагогов и в повышении качества образования представит Галина Владимировна, ректор института. Итоги работы и планирования на новый учебный год представлю я. Об организации деятельности Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания представит Тырина Нина Ильевна, руководитель Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. О реализации республиканского проекта «Организация деятельности по оказанию организационно-методической и консультационной помощи специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, коррекции отклоняющегося поведения воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представит Аверин Александр Викторович, заведующий Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования нашего института. О включении в работу республиканских методических объединений вопросов, связанных с повышением профессиональной компетентности педагогических работников в части работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, представит Савенко Наталья Александровна, заведующий Центром сопровождения специального и инклюзивного образования института.
о перспективах сотрудничества республиканских методических объединений учителей с Национальной библиотекой Республики Коми расскажет Саврасова Наталья Леонидовна, руководитель Республиканского методического объединения педагогов-библиотекарей. Ну и также в конце мы рассмотрим вопрос об экспертной деятельности руководителей и членов республиканских методических объединений. Первый вопрос я предоставляю слово Галине Владимировне. Спасибо, Женика Васильевна. Уважаемые коллеги, мы для вас подготовили раздаточный материал. И все презентации, которые сегодня в рамках нашего совещания будут представлены, они есть в вашем материале раздаточном. Уважаемые коллеги, для удобства нашей работы у нас есть два экрана. Наши коллеги, обращаясь к вам, которые к нам подключились онлайн, вы тоже получите данные презентации посредством электронной почты. Вы можете видеть нашу презентацию, особенно вам это удобно, потому что вы видите на большом экране ее, и для удобства нашей работы вот такой формат печатного материала есть у каждого в нашем зале, уважаемые коллеги. Я очень рада, что сегодня, в начале учебного года, мы можем с вами первоначально определить ту политику Министерства просвещения Российской Федерации, которая сегодня в адрес институтов развития образования уже публично озвучена, и именно много материала, который сегодня вам будет представлен, передано в Институт развития образования Центром государственной политики в сфере образования, который в настоящее время является федеральным оператором научно-методического сопровождения педагогических кадров. Итак, уважаемые коллеги, мы все с вами осознаем, что национальный проект образования действительно в настоящее время является живым проектом. И на слайде, да, я буду перелистывать, Галина Васильевна, и вы тогда за мной. Хорошо? Да. И вы видите, что в рамках национального проекта образования действительно уже происходят изменения, связанные либо с дополнениями федеральных проектов, либо с более точными целями, которые сегодня связаны, прежде всего, уважаемые коллеги, с национальной целью развития Российской Федерации уже на период до 2030 года. Сегодня система образования включена в национальную цель повышения возможностей для самореализации и развития талантов, которые обеспечивают реализацию и двух целей национального проекта образования. В рамках федеральных проектов, уважаемые коллеги, мы в ближайшее время ждем обновления национального проекта образования, а именно в контексте объединения двух федеральных проектов – «Учителя будущего» и проекта «Современная школа». Как уже сказал Олег Александрович, национальная цель нам обозначена вхождение в десятку ведущих стран по качеству образования. И сегодня результатом двух проектов будет являться, коллеги, обращаю внимание, это создание единой федеральной системы научно-методического сопровождения каждого педагогического работника и обеспечение возможности повышения уровня профессионального мастерства каждого педагогического работника. На следующем слайде представлена уже обозначена на уровне Министерства просвещения единая федеральная система научно-методического сопровождения каждого педагога. Итак, уважаемые коллеги, поставлена цель создать данную единую систему в соответствии с приоритетными задачами в области образования. Сегодня на сайте федерального оператора, который транслирует государственную политику в сфере образования, уже представлен проект концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов Российской Федерации. И мы понимаем, что в этой концепции уже заложена модернизация существующих форм, структур научного и методического сопровождения педагогов.
в центре нашего внимания не формирование, а именно развитие кадрового потенциала и повышение квалификации педагогов Российской Федерации. Итак, я уже сказала, обозначен федеральный оператор, и в контексте федеральных задач на уровне каждого региона должна быть развернута такая система. Это региональная инфраструктура методического сопровождения, в которую входят институты развития образования и как полноценные структуры методического сопровождения, коллеги, региональные учебно-методические объединения, методические советы, методические отделы. Действительно, мы понимаем, что Институт развития образования сегодня трансформируется, и уже в следующем году в нашей республике будет создан на базе нашего института Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, и такие центры в течение ближайших 3 лет будут созданы на территории Российской Федерации в каждом субъекте. Итак, ключевые направления данной единой системы. Первая позиция, которая уже представлена как результат. Коллеги, сегодня создан уже портал федерального значения, реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования. Сегодня на уровне каждого субъекта в рамках проекта «Учитель будущего», который в настоящее время интегрируется с современной школой, создаются симуляционные центры, виртуальные лаборатории не только для обучающих в точках роста, но и для каждого педагога в центрах повышения профессионального мастерства. Именно через программы дополнительного профессионального образования формируются новые принципы повышения квалификации, которые включают в себя именно непрерывного повышения профессионального мастерства. А значит, уважаемые коллеги, очень важный пункт, как обозначен в ключевых направлениях. Необходимо стимулировать участие педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ. На уровне Министерства просвещения уже озвучено, что каждый педагог должен понимать свою роль в единой системе профессионального мастерства. Не только он как получатель данного вида профессионального роста, а именно как субъект профессионального пространства, когда он понимает, какие точки профессионального роста ему необходимы и что предоставляет ему каждый субъект Российской Федерации как инфраструктуру, я не говорю только о материально-технической инфраструктуре, а как профессиональную инфраструктуру повышения его профессионального мастерства. И еще раз внимание обращаем. В рамках и проекта будущего, «Учитель будущего», и в рамках сегодняшнего понимания, кто такой педагог, действительно, сегодня педагогические сообщества, наши РМО, они играют ведущую роль в создании единого методического пространства. Итак, уважаемые коллеги, еще одно ключевое направление, с которым мы работаем, каждое РМО, это, конечно, профессиональные дефициты. Сегодня на уровне Российской Федерации уже создана система выявления профессиональных дефицитов педагогов. Сегодня уже было сказано о федеральной системе для обучающихся. Аналогичные системы, уважаемые коллеги, а мы в них участвовали в апробации, уже сформированы и начинают действовать как основание для выявления профессиональных дефицитов и работы с ними. В прошлом году Республика Коми принимала участие в апробации исследований компетенций учителей математики, химии, биологии. В этом году, буквально через неделю, стартует апробация исследования компетенций учителей начальных классов, руководителей общеобразовательных организаций. И начиная со следующего года данный элемент государственной политики будет являться основанием для построения единой методической работы. То есть мы работаем с двумя идеологическими контентами. Это профессиональный дефицит и профессиональная потребность педагогов. Поэтому, конечно, идет обновление содержания технологий педагогического образования, а значит, уважаемые коллеги, в рамках повышения уровня профессионального мастерства формируется система
я хочу это озвучить, методического наставничества педагогов в образовательных организациях на уровне муниципалитета. И вот мы с коллегами на уровне субъектов уже обсуждали, что, например, наше РМО – это и есть модель методического и наставничества. Но наш наставляемый должен быть готов включиться в эту методическую систему. Национальная система профессионального роста педагогов, коллеги, мы с ней уже знакомы, говорили с вами о ней очень подробно на предыдущем нашем совещании. И я хочу внимание обратить. Коллеги, в прошлый раз меня спрашивали, и мы намеренно на слайде заостряем ваше внимание. Итак, мы должны понимать, что национальная система учительского роста в настоящее время интегрирована в национальную систему педагогического роста каждого педагогического работника. Конечно, суть для нас понятен, и в основном там говорили об учителях. Национальная система педагогического роста включает педагогов, педагогических работников всех типов организаций. И это очень важно понять, поэтому, уважаемый руководитель РМО, я очень прошу донести на РМО не только информацию, но это именно государственная задача, чтобы коллеги знали и понимали, что представляет собой национальная система профессионального роста педагогических работников, начиная с уровня дошкольного образования, завершая, коллеги, уровнем СПО и высшего образования. Я хочу напомнить, мы с вами об этом говорили, и у вас более подробно это представлено в презентации, на саму систему формирования национальной системы профессионального роста. Первая позиция – это именно факт, что в каждом субъекте мы должны подтвердить, что создана система научно-педагогического и методического сопровождения педагогов и образовательных организаций. В рамках этой системы формируется новая система аттестации. Принимаются меры по мониторингу качества педагогического образования. Формируется региональная система мониторинга потребностей педагогических работников. Итак, я хочу внимание обратить на национальную систему профессионального роста именно в контексте должности учителя. Коллеги, сегодня мы осознаем, что в рамках поручения президента Российской Федерации еще от 23 декабря 2015 года система сформирована. Итак, уважаемые коллеги, во всех исследованиях были представлены единые федеральные оценочные материалы. И этот слайд, он сегодня дублирует слайд, который был представлен на стратегической сессии Виктором Мелехиным, начальником департамента кадрового развития системы образования Российской Федерации. Обращаю внимание на не просто заверение, а принятый факт, что сегодня должность учителя, она действительно имеет не только горизонтальную карьерную линию, но и вертикальную. Сегодня уже на уровне департамента представлены регламенты по учителю-методисту и учителю-наставнику. А значит, уважаемые коллеги, я обращаю внимание на следующем слайде. Сегодня в рамках повышения уровня профессионального мастерства и квалификации с целью получения непрерывной методической помощи на первое место выходит, коллеги, обращаю внимание, участие каждого педагога в деятельности профессиональных общественных ассоциаций. То есть мы действительно выбрали с вами правильную государственную линию по поддержке РМО и по деятельности РМО, потому что именно через республиканское вот это объединение мы не только оказываем помощь, нет, мы действительно сегодня сопровождаем профессиональный рост каждого педагога. Конечно, еще основанием для профессионального роста является участие в профессиональных конкурсах, обучение на курсах повышения квалификации. Но, коллеги, именно участие в деятельности ассоциаций, методических объединений на первом месте стоит с точки зрения государственного осознания именно единой методической системы. Ну и, коллеги, конечно же,
участие в деятельности методических команд на школьном, муниципальном, региональном уровне, и это работа методиста, работа наставника, это не только в рамках практики, но и участие в экспертной деятельности. Поэтому один из вопросов у нас будет сегодня касаться экспертной деятельности. Особое внимание сейчас уделяется должности руководителя образовательной организации. Я очень рада, что наш субъект участвует в апробации единых федеральных оценочных материалов для руководителей. И вы видите сегодня вот на слайде ту структуру профессионального роста руководителей, которая сегодня является основой для горизонтального роста руководителя-педагога. И признание руководителя, наставника именно общественностью – это тоже важный элемент профессионального развития уже руководителей. Отдельная тема, и, Александра Васильевна, я знаю, что вы в зале, я думаю, что отдельно мы обсудим на РМО руководителей образовательных организаций. Это государственное задание, которое в том числе пришло и в адрес нашего института по развитию руководителей каждой организации. Не могу не уделить внимания Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы понимаем, что эта система, она формируется, и в следующем году в нашей республике такой центр появится действительно современной инфраструктурой. Мы об этом будем говорить чуть позже, но вы должны понимать, что это тоже элемент нашей единой методической системы. Я бы хотела остановиться на цифровой образовательной среде системы дополнительного профессионального образования. Уважаемые коллеги, сегодня работает единый федеральный портал дополнительного профессионального образования. Сформирована методическая модель. На уровне федерации уже обучены 534 эксперта, и наши коллеги вошли в состав федеральных экспертов. На уровне каждого региона работает региональный координатор. А вот далее, коллеги, очень важно, спросите, а какова же роль РМО? Сегодня обязательно представители ассоциаций методических объединений должны быть включены в экспертизу каждой программы повышения квалификации. Это позиция государства, мы ее признаем и понимаем, что это наша совместная работа именно на благо нашей системы, которая будет направлена на повышение качества дополнительного профессионального образования. На следующем слайде структура данного портала. Почему на него следует внимание обратить? Действительно, начиная с октября этого года в эксперты обязательно должны входить представители РМО. Поэтому для того, чтобы нам публично программу представить, мы должны в обязательном порядке данный конструктор с вами вместе пройти и отработать именно экспертное заключение. Направление развития портала, уважаемые коллеги, оно на следующем слайде. Внимание обращаю, что конструктор программ ДПО, он действительно сегодня меняется, и я вам представляю требования к экспертизе. На самом деле в нашем институте мы уже выдерживаем данную государственную политику, и в конструкторе определено, что обязательно должен быть инвариативный блок во всех программах, который связан с приоритетными задачами в области государственной образовательной политики. Цели и задачи современного этапа государственной образовательной политики. Идеология цифровой трансформации на службе школы. Современные возможности участия школы в формировании социально ответственной личности. И далее уже вариативная часть, она определяется, исходя из профессионального дефицита, либо профессиональной потребности каждого педагога. Но вот этот инвариатив, задача поставлена, должен не только пройти, но понять, осознать и в данном случае принять каждый педагог Российской Федерации. Интересная система работы с тьюторами и методистами. В нашей республике у Дмитриевна Поликарповна Дмитриевна является региональным координатором
по формированию функциональной грамотности педагогов. Коллеги, на следующем заседании Дмитриевна отдельно представит эту модель. Модель очень интересная и важная. Сегодня 25% педагогов Республики Коми прошли федеральные курсы повышения квалификации по функциональной грамотности. Идет еще работа, и мы действительно понимаем, что эта федеральная система, она связана с тем, что все программы повышения квалификации по функциональной грамотности, они должны быть выстроены именно по конструкту федерального центра с пониманием тех задач, которые ставятся сегодня не только перед педагогом, перед руководителем организации. Поэтому отдельно о работе регионального координатора и о объединении усилий в рамках формирования компетенций в области функциональной грамотности на следующем заседании. Сразу хочу сказать, что в Московской области, в Москве, в Петербурге есть очень интересный проект по формированию функциональной грамотности педагогов. Сегодня озвучена позиция директором департамента, что если мы говорим о том, что у обучающегося должна быть сформирована функциональная грамотность, мы имеем право сегодня диагностировать функциональную грамотность 4К компетенции у педагога. Олег Александрович, многие субъекты говорят, что да, нам надо диагностировать функциональную грамотность и у педагогов. Поэтому мы, я думаю, что будем готовы войти в данный проект. Проект очень интересные контрольно-измерительные материалы, коллеги. И без вашего участия, уважаемые коллеги, председатель, сопредседатель РМО, мы с вами не сможем выйти на оценку функциональной грамотности педагогов. Итак, уважаемые коллеги, портал ДПО развивается и формирует именно единое образовательное пространство профессионального развития педагогов. И самое важное, коллеги, мы с вами постоянно об этом говорим и можем признать, что сегодня формируется модель эффективного управления качеством образования. Мы не случайно говорим, что, конечно же, именно Министерство образования и науки, Республики Коми, сегодня возглавляет нашу управленческую республиканскую команду. Республиканские методические объединения. Это именно методические интеграторы и координаторы всех процессов, которые сегодня связаны с системой методического сопровождения педагогического сообщества. И в центре нашего внимания это профессиональное развитие педагогов. И вот мы специально расположили и справа, и слева все событийные ряды, уважаемые коллеги, в которых вы участвуете. Мы очень рады и благодарю каждого из вас, что вы принимаете участие в экспертной деятельности и в рамках профессиональных конкурсов и конференций, являетесь разработчиками методических рекомендаций, участвуете в круглых столах республиканского и федерального уровня и в курсах повышения квалификации. И, конечно, нам очень важно, что именно в этом году, 14 мая, была принята и опубликована региональная программа по совершенствованию и развитию системы оценки качества образования в Республике Коми. В данной программе очень четко, понятно для каждого из нас представлен управленческий цикл и его компоненты. Коллеги, мы с вами на прошлом заседании ее подробно рассматривали. Мы говорили, что по каждому направлению обозначена четкая цель, определены показатели и методы сбора информации с точки зрения, каким образом мы будем результат, который получили, оценивать, определены формы мониторинга и что они должны быть обязательно по каждому направлению, процесс формирования на основе результатов мониторингов, адресных рекомендаций уровня и муниципального, уровня и каждой образовательной организации, принятие управленческих решений и уже анализ эффективности принятых мер для того, чтобы этот управленческий цикл замкнуть или иногда наоборот разомкнуть для постоянного улучшения и совершенствования. Итак, уважаемые коллеги, в презентации очень подробно представлены все направления. Мы о них с вами говорили, я напомню, два основных механизма представлены в этой программе. Презентация это есть. Управление качеством образовательной деятельности, в которой включены 5 направлений,
и механизмы управления качеством образовательных результатов, уважаемые коллеги. Оставляю вам на рассмотрение для того, чтобы напомнить вам задачи, ожидаемые результаты. И в каждой программе, уважаемые коллеги, мы, конечно, понимаем, что именно подключение республиканских объединений необходимо на уровне разработки методических рекомендаций, проведения мероприятий, направленных на повышение качества уровня в зависимости от направления, проведение информационно-разъяснительной работы, проведение мероприятий разного уровня. Коллеги, вот такие мы слайды для вас сформировали для того, чтобы вы увидели эту значимость. Почему? Потому что в рамках федерального центра ежегодно в конце августа проводится мониторинг системы оценки качества на уровне каждого субъекта. Ежегодно Республика Коми формирует сводный отчет, и в этом отчете должны быть представлены не только фраза о том, что мы провели, а подтверждение событийного ряда и подтверждение, что эти мероприятия направлены на те или иные результаты. Итак, самое главное, конечно, профессиональный эффект, я согласна, и главный результат. Уважаемые коллеги, в завершение мы хотим вам напомнить, эта задача, которая тоже перед нами стоит. Утверждены планы, дорожные карты по реализации концепции преподавания учебных предметов и предметных областей в образовательных организациях. Я хочу вам напомнить: обществознание, физическая культура, искусство и технологии. Это те предметные концепции, которые сегодня контролируются на уровне не только нашего министерства, а на уровне Министерства просвещения. 24 июля этого года данный план утвержден. В него входит 5 профессиональных позиций. Этот план Анжелика Васильевна вам, коллеги, направит, но я знаю, что многие представители наших объединений, председатели, они были включены в разработку данного плана. План очень системный, понятный, с результатом, который должен быть направлен на повышение профессионального мастерства в области данных учебных предметов и предметных концепций каждого педагога. Завершается данный план, уважаемые коллеги, уже весной 2021 года. Поэтому я очень прошу, отдельно мы будем с вами рассматривать на следующих заседаниях реализацию данного плана с мероприятиями, с событиями, в которые вы подключаетесь. Также, коллеги, хочу внимание обратить, что в рамках решения коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 26 июня поставлена задача и нашему институту, и республиканским методическим объединениям по организации и обеспечению на постоянной основе трансляции лучших практик организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Коллеги, мы должны понимать, что эта тема, она сейчас будет актуальна, и надо ее определить как основание рассмотрения лучших практик на каждом заседании республиканского методического объединения. И, конечно, готовность, мы не случайно вам направили еще раз алгоритмы, коллеги, готовность наших педагогов не только транслировать практику, а еще и совершенствовать ее, используя современную инфраструктуру, это важная задача для республиканских методических объединений. И хочу вас проинформировать, что на прошлой неделе, это была пятница, мы получили официальную информацию по оценке нашей региональной практики использования результатов оценок и компетенций работников образовательной организации. Уважаемые коллеги, летом этого года проходило мониторинговое исследование каждого субъекта, и в рамках данного исследования были определены те направления, которые определяют, что на уровне региона используются оценочные процедуры.
Мы провели действительно большую работу вместе с вами в прошлом году. И много материалов, которые являются доказательством нашей работы, были использованы благодаря и вам, и основанием были и ваши видеозаписи, каждое заседание, и рекомендации, которые многие из вас создавали в течение года. Я хочу продемонстрировать, что действительно мы вошли в группу субъектов, мы 10-ю группу субъектов с развитой региональной практикой, и перечень субъектов, опыт которых подлежит изучению, он тоже включает Республику Коми. Но нам нельзя останавливаться. У нас много показателей, вот на следующем слайде покажите. Можно? На следующем слайде мы видим, что есть показатели, которые у нас еще оценены, к сожалению, пока меньше, чем на 1 балл. Поэтому, уважаемые коллеги, тоже как задача мы отдельно посвятим данному материалу наше заседание. Мы представим данный мониторинг с пониманием, какие направления деятельности РМО должны учитываться. И в этой связи эта задача, она тоже входит в план наших общих заседаний. Итак, уважаемые коллеги, я очень рада, что у нас сегодня была возможность еще раз вам представить государственные задачи, осознать, что следующий учебный год будет столь же насыщенным с точки зрения трансформации нашей системы, ее обновления и, конечно, устремленности в будущее, но с пониманием, что результаты мы уже достигаем в настоящем. Поэтому благодарим вас за профессиональное внимание и за совместную работу. Будем дальше продолжать профессиональное общение, но у нас следующий вопрос, это уже... Коллеги, я прошу прощения, к сожалению, вынужден нас покинуть, через 10 минут должен быть на совещании министерства. Прошу Валентина, все материалы сегодняшней встречи тоже направить, для того, чтобы посмотреть, изучить, выбрать будет предложение. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Но прежде я, уважаемые коллеги, хотела вас поблагодарить за ту работу, которую вы сделали в прошлом учебном году. Вы молодцы, вы профессионалы своего дела. Деятельность республиканских методических объединений в Республике Коми осуществляется в соответствии с положением о Республиканском учебно-методическом объединении в системе образования Республики Коми, утвержденным приказом Министерства образования Республики Коми от 30 апреля 2015 года и приказами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 14 апреля 2017 года и от 28 августа 2017 года о создании республиканских методических объединений в системе общего образования Республики Коми. Всего в 2019-2020 учебном году в Республике Коми функционировало 22 республиканских методических объединения педагогов, которые представлены сейчас на слайде. Цель деятельности республиканских методических объединений – сформировать вертикаль государственно-общественного управления системой общего образования Республики Коми и создать новую многоуровневую систему методического сопровождения деятельности педагогов и руководителей, посредством которых создаются условия для принятия обоснованных решений на основе системного видения дальнейших изменений, создаются условия для оказания педагогам адресной помощи, а также повышается качество образования и управления в Республике Коми. Деятельность РМО была направлена на решение следующих задач. Организация обсуждения приоритетных направлений развития образования в Российской Федерации и в Республике Коми. Экспертная оценка лучших педагогических практик в системе дошкольного общего дополнительного образования, в том числе организация интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад для одаренных детей. Экспертиза проектов, программ, результатов научно-исследовательских работ, реализуемых на разных уровнях образования. Экспертная деятельность в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования, а также проверка всероссийских проверочных работ. В течение 2019-2020 учебного года проведено 61 заседание республиканских методических объединений, 53 семинара и вебинара.
Руководители РМО приняли участие в 71 конференции международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней. На слайдах представлены те конференции, в которых, уважаемые педагоги, вы приняли участие. Вопросы повышения качества образования, результатов всероссийских проверочных работ, подготовка государственной итоговой аттестации, организация дистанционного обучения, формирование функциональной грамотности стали основными темами, которые рассматривались на заседаниях республиканских методических объединений. В 2020-2021 учебном году мы с вами продолжаем нашу работу. С 1 сентября начали работу 26 республиканских методических объединений. Вы видите, что у нас появились новые направления. Это заместители директоров по учебной работе, которые возглавили Логинов Олег Иванович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 25 города Сыктывкара, Драч Наталья Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии имени Пушкина города Сыктывкара. Заместители директоров по воспитательной работе возглавили Дейтер Вера Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 1 города Сыктывкара, Игнатьева Анастасия Николаевна, методист института. Также у нас в этом году отдельно появилось РМО руководителей дошкольных образовательных организаций, которые возглавила Штыкляйн Светлана Николаевна. Также появилось новое республиканское методическое объединение старших воспитателей и воспитателей, которое возглавила Хабарова Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой дошкольного дополнительного специального инклюзивного образования нашего института. Все РМО осуществляют свою деятельность в соответствии с положением РМО, планом работы на новый учебный год. Сегодня я бы хотела напомнить вам об общих требованиях к управлению республиканским методическим объединением. Руководящим органом РМО является совет. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены. Заседания РМО проводятся 4 раза в год. Внеочередное заседание РМО по актуальным вопросам проводится по решению совета или по предложению не менее трети членов РМО. В составе РМО могут создаваться рабочие группы, секции по уровням общего образования, по направленностям, профилям общеобразовательных программ и в соответствии с поставленными задачами. Какие же формы организации деятельности? Заседания Республиканского методического объединения, публикационная деятельность, методические, практикоориентированные семинары и конференции различного уровня по актуальным проблемам повышения эффективности образования. Вебинары, видеоконференции, участие в работах республиканского портала «Открытое образование Республики Коми». Прошу особое внимание уделить именно заполнению разделов наших на портале. РМО осуществляет деятельность по следующим направлениям. Это организационная работа, разработка плана работы РМО на учебный год, составление и ведение реестра педагогов, взаимодействие с муниципальными методическими объединениями, содействие организации сетевого взаимодействия муниципальных методических объединений. Второе – это обеспечение методического сопровождения. Это продолжение работы по формированию единого информационного банка методического сопровождения по направлениям РМО, ведение разделов на портале «Открытое образование», а также оказание методической помощи педагогическим работникам. И третье направление – это содействие профессиональному развитию педагогических работников. Это консультационная помощь, а также организация научно-исследовательской проектной деятельности педагогов по проблемам организации образовательного процесса. Ну и на последнем слайде я хочу представить вам вопросы, рекомендуемые к рассмотрению в новом учебном году. Это повышение качества образования, структура урока, занятия в соответствии с ВГОС, анализ, самоанализ урока, подготовка государственной итоговой аттестации, требования ВГОС к разработке программ по учебным предметам, разработка и внедрение рабочей программы воспитания. Вы знаете, что в этом году нам дан год, чтобы мы разработали в образовательных организациях программы воспитания. Педагогические технологии в современном образовании, методическое сопровождение наставничества,
Особенности работы педагога с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами. Особенности работы педагога с воспитанниками детских домов. Ну и последнее – это формирование предметных компетенций. Ну и следующий я даю слово Нине Ивировне, которая представит свой опыт работы. Пожалуйста. Чужой я уже открыла. Да, все увидела. Так, с огромным удовольствием приветствую участников совещания. Всем желаю бодрого настроения и, самое главное, здоровья. Тема моего выступления на слайде прописана. Это организация деятельности Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. Те вопросы, которые осветила Анжелика Васильевна, я буду пропускать, потому что есть некое повторение. Итак, вашему вниманию представляю информацию об организации деятельности Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. 3 года назад на основании приказа Министерства образования Республики Коми о создании республиканских методических объединений в системе общего образования было создано РМО учителей истории и обществознания. Руководителем РМО учителей истории и обществознания в 2018 году стала Нина Ивановна, то есть я. В совет РМО у нас вошли в основном преподаватели одного муниципалитета, это город Сыктывкар. Ионина Инна Владимировна, Кремер Иван Владимирович и Харьковская Светлана Геннадьевна. А уже в этом году мы можем констатировать следующий факт, что у нас пополнился состав руководителей РМО, это получается еще с прошлого учебного года, усилился состав руководителей, и в наш регион влилась, чему мы особенно рады, это Максимова Любовь Анатольевна, директор Института истории и права Сыктывкарский госуниверситет, и кандидат исторических наук, доцент. Ну и также по-прежнему руководителем является Пирина Нина Ивановна. Члены совета нашего республиканского методического объединения тоже пополнился, и пополнился он географией. Если первоначально у нас были в нашем совете РМО только преподаватели города Сыктывкара, то теперь у нас и есть представители из города Ухты, извините, Долунина Елена Аркадьевна, это учитель школы номер 15, и Киселева Елена Петровна, это учитель из города Михина. Ну и произошли некоторые изменения в карьерном росте нашего любимого члена Совета РМО Кремера Ивана Владимировича. Он стал теперь замдиректора по научно-методической работе и работает в гимназии имени Пушкина. А также у нас пополнился новый член нашего РМО, это Попова Елена Гавриловна, учитель истории и обществознания. Ну, ввиду того, что Светлана Геннадьевна у нас переехала жить в другой город. Итак, отмечу актуальность создания республиканского методического объединения. Определяется следующей необходимостью нашей актуальности. Во-первых, нужно разработать концепцию развития содержания учебных предметов областей, изучить, а соответственно реализовывать. Разработка и освоение новых подходов и технологий преподаваемых учебных предметов, профессиональная экспертиза и активное обсуждение в педагогическом сообществе лучших практик педагогов, организация площадок для разработки предложений методического сопровождения процессов развития образования. Цель нашего методического объединения на слайде мы видим, это активизация деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебных предметов истории, обществознания. И следует отметить, что не только данных предметов, поскольку наши преподаватели, помимо истории обществознания, они преподают и такой предмет, как право, предмет экономика, и большая часть педагогов рассказывает о том, что они преподают еще и предмет истории Республики Коми, а также часть педагогов преподают предмет индивидуальных проектов. Задача Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания заключается в определении приоритетных направлений развития содержания и методики преподавания учебных предметов, перечислять уже не буду, выявление и внедрение эффективных технологий, методов и средств обучения учебных предметов,
организацию участия учителей в совершенствовании содержания форм и методов повышения квалификации профессиональной переподготовки и аттестации, содействие вовлечению педагогов в научную, публикационную деятельность через развитие и проведение исследований, организация общественного обсуждения учебно-методических комплектов, участие в организации индивидуальных конкурсов, олимпиад и различных других мероприятий по всем учебным предметам, не только история, но и обществознание, но и тех, которые я выше уже обозначила. В направлении деятельности Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания мы видим те направления, которые любезно уже озвучила Анжелика Васильевна, поэтому я здесь повторяться не буду. Функции Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания заключаются в следующем. Это участие и обсуждение концепции учебного предмета обществознания, организация общественного обсуждения проекта Республиканского плана мероприятий по реализации концепции учебного предмета обществознания, участие в обсуждении развития содержания и преподавания учебных предметов история и обществознания на уровне основного общего образования, среднего общего образования в пилотном режиме и штатном режиме. Обсуждение учебно-методических комплектов других учебно-методических материалов по учебным предметам, таких как история, обществознание, право. Презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения по учебным предметам. История, обществознание, право и организации необычных мероприятий. Организация и проведение экспертизы учебно-методических разработок педагогов для размещения методических разработок на портале «Открытое образование Республики Коми». В частности, там содержатся такие разработки, как программа курсов необычной деятельности, сценарий внеклассного мероприятия, технологические карты, оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей, отдельным педагогам, особенно молодым специалистам. Данная помощь осуществляется в плане составления контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения, в выборе учебно-методического комплекта по предметам, особенно история, это самый болезненный вопрос, и до сих пор, к сожалению, не все преподаватели, начав учебный год, не до конца понимают, что выбор УМК по истории – это прерогатива образовательной организации, и поэтому здесь необходимо обязательно педагогу участвовать в работе по выбору УМК с библиотекарем, соответственно, с администрацией данной образовательной организации. А также по выбору УМК по предмету обществознание, экономика, право и индивидуальный проект. Формами организации деятельности РМО, учителей истории обществознания, мы видим следующее. Это прежде всего заседание Республиканского методического объединения с использованием видеотрансляций, тематические организационные вебинары. Это участие представителей РМО в республиканских совещаниях, руководителей РМО, собственно, мы сегодня здесь и находимся. Да? Участие представителей РМО в заседаниях муниципальных методических объединений. И следует отметить, хотя бы несколько таких муниципальных методических объединений, где представители нашего РМО выступали особенно активно. Это такие муниципалитеты, как Ухта, Стемский район, Сыктывкар, ну и Воркута. Ну, наиболее активно понятно, что Сыктывкар. Методические практикоориентированные семинары и конференции различного уровня по актуальным проблемам модернизации основного общего и среднего общего образования. Участие в работе республиканского портала «Открытое образование Республики Коми», разработка и обновление методическими сообществами учителей истории и обществознания, участие представителей Республиканского методического объединения в совещаниях, семинарах, конференциях федерального уровня. Ну, наиболее популярными являются это мероприятия, связанные с такими федеральными организациями, как издательство «Русское слово», издательство «Просвещение». Участие представителей РМО в проведении конкурсов повышения квалификации педагогов, организованных КРИО, РИЦОКа, СРО и муниципальных объединений. Традиционные вопросы, которые поднимаются у нас на протяжении последних 3 лет, это вопросы, представленные мною на слайде. Традиционными являются вопросы об использовании УМК по предметам истории, обществознания, права и экономика,
подготовку учащихся государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по предметам истории и обществознания. В частности, здесь традиционными стали выступления председателей Республиканской предметной комиссии по проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, работа наставников с молодыми специалистами, студентами и практиками и опыт взаимодействия с вузами. Очень приятно, что в этом году нам удалось наладить наше взаимодействие с вузами, и большое спасибо в этом нашей Любови Анатольевне Максимовой, поскольку она смогла подключить педагогов вузовского образования для данной коллаборации. Также традиционным вопросом стал вопрос РМО, плана РМО на следующий год. И, безусловно, об использовании портала «Открытое образование» в Республике Коми. Здесь на данном слайде представлена большая работа РМО, которая прослеживается, в частности, и на сайте РМО. Огромное спасибо всем за внимание и мое пилотное выступление. Спасибо, Нина Эльвировна. Благодарим вас за плодотворное сотрудничество. И, конечно, важно, что сегодня вы представили результат, представили опыт организации деятельности РМО. Самое важное, коллеги, начиная с ноября мы каждому председателю будем предлагать рекомендовать выступление о результатах деятельности. Мы планируем следующее заседание в начале ноября. И у нас сегодня очень жесткий регламент, а вот в следующий раз 2 председателя РМО обязательно выступят и представят свою методологию работы, свои подходы, ну и, конечно, результат. Уважаемые коллеги, готовьтесь. Спасибо. Спасибо. Следующий я даю слово Аверину Александру Викторовичу. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Я рад приветствовать вас на нашем первом таком заседании в начале 2020-2021 года. И моя основная задача – познакомить вас с тем проектом, который появился у нас летом, будет реализован в течение 3 лет в Республике Коми. Он в большей степени касается, конечно же, не общеобразовательных организаций, а именно организации, которые у нас функционируют и созданы для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Конечно же, вы можете задать вопрос, при чем здесь мы, зачем ваше, так скажем, участие в рамках данного проекта. Думаю, что в ходе моего повествования я постараюсь ответить на этот вопрос. Если у вас возникнут какие-то иные вопросы, вы сможете задать их несколько позже. У нас есть основания для реализации данного проекта. Это приказ 309-П от 29 июня 2020 года, который, по сути, определяет, так скажем, целевую установку этого проекта, а именно это оказание организационно-методической, консультационной помощи специалистам данных организаций. Причем, если, например, РМО работает адресно с какой-то определенной категорией, например, педагогов, и не только, то здесь данный проект охватывает непосредственно всех специалистов, то есть не только педагогов, которые участвуют в сопровождении создания условий для социализации данных категорий детей и так далее. В том числе, конечно же, руководители и прочее. Как вы видите, определена в данном случае цель – это повышение профессиональной компетентности административных и педагогических работников через вспомогательного и прочего персонала организации. И, соответственно, вы видите, что данный проект будет реализован в течение 3 учебных лет. И начало, так скажем, этого проекта, реализации данного проекта, конечно же, уже, так скажем, наступило. У нас есть кураторы и руководители регионального проекта. Оператором выступает наш институт и принимает участие в реализации данного проекта. Это Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также Республиканский центр образования. Именно подобная непосредственная коллаборация с точки зрения и руководства, с точки зрения непосредственно исполнителей и организаторов, скажем, разных мероприятий, направлений, позволяет нам, конечно же, постараться, так скажем, всеобъемлюще рассмотреть основную проблематику
связанную с данной образовательной организацией. Также была представлена в августе уже на совещании руководителей данных организаций дорожная карта проекта, и ее презентация будет осуществлена уже в октябре 2020 года. Так вот, как раз одним из направлений деятельности это, конечно же, оказание консультативной помощи, также посредством, с одной стороны, создания, допустим, самостоятельных республиканских методических объединений или даже ассоциаций специалистов, работающих в данных организациях, либо уже через существующие республиканские методические объединения. Это связано с тем, что наши школьники, наши воспитанники, которые входят в данные образовательные организации, также получают непосредственно общее образование и также непосредственно могут оказать влияние на общую, так скажем, статистику с точки зрения оценки качества и так далее. Поэтому вот здесь мне хотелось бы уже остановиться на основной, наверное, проблематике или актуальной проблематике, которая может стать основой для выбора направления деятельности уже существующих республиканских методических объединений. Проведенные диагностические исследования на настоящий момент и среди воспитанников, и среди педагогов, условно может, так скажем, в качестве актуальных определить несколько, так скажем, областей. Первое, она условно достаточно общо названа: формирование мотивирующей образовательной среды для обеспечения полноценного участия обучающихся в учебной деятельности. В общем-то, данным направлением занимаетесь и вы в рамках рассмотрения этих вопросов, которые, так скажем, входят в повестку заседания республиканских методических объединений. Нужно отметить, что особое внимание сейчас уделяется непосредственно всем категориям обучающихся, и в том числе категориям, так названным, с особыми образовательными потребностями, и здесь спектр самый-самый разный. То есть это и дети-инвалиды, и дети с УВЗ, об этом будет говорить уже несколько позже Наталья Савенко, и, конечно же, это одаренные дети, и дети, которые определены законодательством как относящиеся к данной категории. Таких тоже достаточно много. Так вот, в этом отношении, наверное, может быть актуальным как раз овладение педагогами методами и технологиями создания мотивирующей образовательной среды или уже амплификации, то есть обогащение имеющегося профессионального опыта. Достаточно часто мы сталкиваемся с такой проблематикой, как низкая мотивация, что может непосредственно обуславливать низкую успешность, низкую успеваемость и так далее детей, которые непосредственно получают образование в рамках данных образовательных организаций. Ну и не только. Думаю, что эта проблема не специфическая, а общепедагогическая, могущая найти отражение в содержании заседаний республиканских методических объединений. Если говорить более конкретно, то вторая область – это профилактика или коррекция низких образовательных результатов или школьной неуспешности в части, посмотрите, пожалуйста, адресной поддержки детей, то есть с особыми образовательными потребностями, с так называемой группой детей с дефицитами ресурсов семьи, с поведенческими проблемами и так далее. А именно, мы говорим о том, что потенциально может стать овладение педагогами методами и технологиями профилактики школьной неуспешности, доступными приемами профилактики девиантного поведения. Опять же, в рамках также амплификации профессионального опыта, то есть его обогащения. Здесь возможно непосредственно обсуждение данных вопросов уже с приглашением специалистов, это могут быть и психологи, и непосредственно специалисты, могущие дать какую-либо квалифицированную оценку, например, определенной группе проблем. И подобная коллаборация позволит непосредственно определить оптимальные учебно-воспитательные условия, так скажем, в том числе и для этой группы обучающихся. Ну и, конечно же, одна из главных проблем – это социализация воспитанников детских домов, интернатных учреждений и так далее. Причем социализация во всех, так скажем, контекстах. И это уже пласт в большей степени, наверное, который мы связываем с неурочной деятельностью и с воспитательной деятельностью. Поэтому данная проблематика, нам кажется, тоже может быть отражена и во встречах республиканских методических объединений, так скажем, профилей. То есть овладение педагогами современными методами и методиками в условиях неурочной воспитательной деятельности, способствующими социализации школьников. Если эта ситуация не овладение, то, по крайней мере, в рамках обсуждения практик это как раз и будет амплификация профессионального опыта.
Мы благодарим те республиканские методические объединения, которые уже включились в данную работу и уже предложили некоторые варианты в данном случае. Например, у учителей основ безопасной жизнедеятельности тематика одна из тем, так скажем, да, которая запланирована, здоровье сберегающие технологии как условие обеспечения безопасности. Здесь понятие безопасности является достаточно широким, континуум понятия достаточно, так скажем, тоже емкий, это может быть и психологическая безопасность, безопасность, если говорить об управлении, да, с точки зрения иных каких-то параметров и прочее. Для воспитанников детских домов, интернатных учреждений и прочее. Конечно же, основная, так скажем, роль в научно-методическом сопровождении всего этого проекта у нас будет связана с деятельностью РНО, педагогов, психологов, логопедов и дефектологов, которые активно включились в этот процесс и уже разрабатывают не только тематику встреч на РНО и включение специалистов, как это уже было сделано на некоторых мероприятиях в июне месяце, в июле на выездных и прочее. Но мы понимаем, что только работа данного РНО не позволит нам решить всех проблем и, самое главное, достичь непосредственно всех результатов, а именно повышение профессиональной компетентности всех специалистов, которые работают с данным контингентом детей. Я постарался в своей информации облечь всю ту нашу, так скажем, просьбу в отношении республиканских методических объединений, и если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Огромное спасибо за внимание. Спасибо, Александр Викторович. И следующее я даю слово Савенко Наталье Александровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь долго не занимать вашего времени. Тоже как бы вопрос такой закономерный, почему все-таки инклюзивное образование, сопровождение специального и так далее. Конечно же, в первую очередь, уже как Александр Викторович озвучил, что в последнее время достаточно большое количество детей с особыми образовательными потребностями приходят обучаться в обычные образовательные школы. И достаточно много детей с диагнозом ОВЗ, детей с инвалидностью обучаются в обычных образовательных школах, в обычных классах среди обычных детей. Поэтому как бы немножечко расскажу о нашем центре. Я не буду как бы рассказывать много. Безусловно, что центр занимается сопровождением специального инклюзивного образования. Мы помогаем педагогам разобраться в тематике, как работать с такими детьми. Направление деятельности нашего центра – это в первую очередь содействие специального и инклюзивного образования, развитию этого инклюзивного образования в республиканской системе, научно-методическое сопровождение специального инклюзивного образования и популяризация различных методик и технологий по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Ну, это вот сайт нашего центра. То есть, если у вас будут возникать вопросы, мы, безусловно, сможем вам помочь в различных направлениях. Наш центр также непосредственно соприкасается с обычными педагогами по сопровождению по различным направлениям деятельности образования. Хочу обратить особое внимание, что, понятно, безусловно, сейчас такие дети приходят, и я бы хотела предложить вашему вниманию, что существует реестр примерных программ, адаптированных программ, которые представлены на плюс-реестре. В 2015 году это было 9 программ всего лишь по адаптированным образовательным программам. В 2017 году добавили еще 6 программ, и в 2019-2020 году добавили еще 5 программ. Это программы адаптированного порядка, то есть адаптированные программы для детей с различных нозологических групп. Хотела бы представить вам вот такой вот небольшой слайд, который нас как бы ввел в систему работы с детьми различных нозологических групп. Это Федеральное государственное бюджетное учреждение, Институт коррекционной педагогики Российской академии образования,
которые работали над программами АОП общего образования для различных методологических групп, уже переходящих в среднее звено, поскольку это вот буквально было разработано и представлено в августе месяце. Здесь представлены материалы для практически всех нозологических групп по различным направлениям образования детей в образовательных организациях. Ссылочка представлена, она рабочая, то есть, я так думаю, Анжелика Васильевна вам передаст презентацию. Там можно будет ознакомиться. Материалы легко скачиваемы и доступны для понимания любого педагога. То есть, если касается, допустим, проведения истории, и у вас такой ребенок оказался в классе, то в принципе как бы здесь все есть. Также хочу обратить ваше внимание, что в этом году вышло несколько федеральных законодательств. Это первое направление, это комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности психолого-педагогического сопровождения детей в образовательном пространстве образовательной организации. И последнее вот августовское распоряжение Минпроса России было выпущено положение о логопедической помощи в образованиях, в образовательных организациях. То есть обратно в школы возвращают психологов, логопедов и дефектологов в помощь педагогам по работе с детьми различных нозологических групп и с различными образовательными потребностями. Ну и как бы я быстро, да, хочу предложить такие вот направления в план работы РМО различных направлений, то есть в первую очередь включать в свои направления вопросы инклюзивного образования, касающиеся различных технологических направлений, помощи адресной, при адресной поддержке педагогов, по работе с рекомендациями к МВК, где очень часто сталкиваются с проблематикой, да, как ее решить, на что направить и так далее. В свою работу также предлагаем привлекать узких специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, с детьми с инвалидами, с детьми с различными группами, а также обсуждение очень важной проблематики ассистентов и тьюторов, которые должны быть в школе. То есть понимание, кто это такие, чем они занимаются, на что они должны быть нацелены. Ну и проведение, предлагаем различных проблемных и тематических круглых столов, естественно, с включением различных специалистов, возможно, даже с привлечением нашего Министерства просвещения, да, прошу прощения, Министерства образования, науки и молодежной политики, может быть, с каких-то отделов, да, которые занимаются непосредственно каким-то определенным направлением. Ну и куда можно обратиться за помощью, как бы слайд, да, то есть можно написать, можно позвонить, как мы всегда рады сотрудничеству. Спасибо, я быстро, коротко. Спасибо большое, Наталья Александровна. Я приглашаю Наталью Леонидовну Савасову. Перед камерой, да? Желательно. Хорошо. Очень много у нас онлайн. Там. Презентации у меня не будет. Значит, я здесь представляю РМО педагогов-библиотекарей и также Национальную библиотеку Республики Коми, поскольку являюсь ее сотрудником. Насколько вы, наверное, знаете, в последние годы школьные библиотеки преобразуются в школьные информационные библиотечные центры. Информационный библиотечный центр предполагает, что это такое место, в котором любой участник образовательного процесса может получить необходимую ему информацию. Необходимую информацию для своего интеллектуального, скажем так, развития. Да? Будь то школьник, который делает какой-то проект, либо какую-то маленькую исследовательскую работу, будь то педагог, который хочет повысить свою квалификацию, ну, может быть, родители тоже должны обслуживаться в этих информационных центрах. В школьных библиотеках существует такая проблема, что, ну вот сейчас говорили, много было слов сказано о повышении квалификации педагогов, а как вы, наверное, знаете, повышение квалификации невозможно без чтения профессиональной литературы. Школьные библиотеки, к сожалению, не имеют возможности комплектоваться в большом объеме профессиональной литературой, поэтому библиотеки Министерства культуры могут здесь с этим помочь вопросом. Я предлагаю приглашать на республиканские методические объединения педагогов-предметников сотрудников нашей библиотеки на РМО.
они подробно и хорошо расскажут, ну, буквально 10-15 минут слова можете им дать, и они расскажут, какие услуги мы предлагаем для школ, школьных библиотек, педагогов и детей. Ну, например, просто приведу в качестве примера. У нас уже есть такой опыт работы с РВО, литературой и русского языка, да? Да. Вот. И других я приглашаю тоже присоединиться. Значит, что мы можем делать? Мы можем, во-первых, информировать о том, какая новая литература появилась по вашим запросам, по вашим темам. Как в качестве профессионального роста, так и по каким-то более узким каким-то темам, тематическим запросам. Могут быть сделаны подборки литературы, может быть сделано освещение новой литературы. У нас вписывается порядка 20 наименований периодических изданий и порядка 200 книг в год мы получаем новых по педагогике, которые могут быть полезны как учителям, так и руководителям, административному составу школы. У меня с собой есть несколько распечаток сделала. Это по список журналов, которые мы выписываем в этом году. Кроме того, что мы можем, кроме того, что мы просто расскажем о том, какие есть журналы и книги, мы можем организовать выездные передвижные выставки, то есть вывести эту литературу в школу, в школьную библиотеку, чтобы педагоги могли взять и ознакомиться, если найдется библиотекарь, который возьмет на себя ответственность, проследить, чтобы за сохранностью, да, сможет выдавать эту литературу педагогам. Кроме того, передвижные выставки мы организуем не только в школах Сыктывкара, но и в муниципальные библиотеки, в публичные библиотеки районов. Да, у нас тоже существует система передвижных выставок. Они могут их для вас заказать, мы на месяц примерно вывозим, и там все желающие могут с новинками ознакомиться с самыми новыми книгами и журналами, которые по вашим вопросам могут быть интересны. Так, также, ну вот я сказала, что уже тематические списки литературы составляются. Также наши сотрудники выходят, ну тут, к сожалению, только Сыктывкар, да, мы можем охватить, выходят на занятия, на уроки с учениками. Мы проводим мероприятия в игровой форме. Сейчас уже никто лекции просто так не читает. Это проводятся квизы, викторины, различные интерактивные формы, используются работа со школьниками. По любым темам, тематики очень обширный, большой список. Он есть у нас на сайте, но об этом подробнее мои коллеги могут рассказать. Ну и вот также мы можем транслировать эту свою деятельность на республику через систему централизованных библиотечных систем, поскольку мы также являемся методическим центром и вот взаимодействуем со всеми ЦБС республики, можно будет организовать эту работу на масштабах всей республики. Ну все, в общем-то, я коротко. Приглашаю нас, пожалуйста. Спасибо большое. Так, и у нас остался последний вопрос, он совершенно небольшой. Значит, в первом своем выступлении я уже отметила, что вы принимаете активное участие в экспертной деятельности. Я хочу напомнить сегодня вам, что на сайте ФИПИ представлены проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 2021 года, проекты кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, проекты спецификации контрольно-измерительных материалов, проекты демонстрационных вариантов контрольно-измерительных материалов. Также к ним уже есть и пояснения. Там на обсуждение до 30 сентября проходит, поэтому я прошу вас активно включиться и поучаствовать в этой работе. Также, пользуясь моментом, хочу сказать, что на сайте ФИПИ есть тренажер ЕГЭ по информатике уже представлен, и есть уже открытые направления тем итогового сочинения. И еще один момент. Значит, до 30 сентября в специальном приложении социальной сети «Одноклассники» проходит открытое всенародное голосование, с помощью которого будут определены члены Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения.
Я знаю, что наши руководители республиканских методических объединений также включились в эту работу. Я прошу, чтобы вы тоже проголосовали за наших педагогов. Вы заходите в группу в Одноклассниках, мы учителя, кликаете сверху страницы на приложение «Педсовет», заходите в приложение и нажимаете на кнопку «Проголосовать». Выбираете там округ, регион и голосуете. Вот и все, что я хотела сказать об этом. Ну что, Спасибо, Анжелика Васильевна. Уважаемые коллеги, я хочу вам сообщить, что в этом учебном году мы создаем еще одно республиканское методическое объединение – завучей по учебно-воспитательной работе. Коллеги, впервые на нашем семинаре, совещании присутствует Олег Иванович Логинов. Поприветствуем, коллеги, нашего прибывшего, Вера Борисовна Дейтер. Уважаемые коллеги, мы обязуемся вас сопровождать. Мы отдельно с вами встретимся, объясним, каким образом можно именно вместе с институтом, благодаря нашей системе, уже встроиться в систему научно-методической работы. Поэтому, коллеги, мы очень рады, что сегодня вы в нашей управленческой команде. Ну и в завершение, буквально осталось несколько дней до нашего профессионального праздника, Дня Учителя. И, коллеги, позвольте каждого из вас поздравить от лица коллектива нашего института. Конечно, очень важно, чтобы мы сегодня понимали, что мы работаем в системе образования нашей республики, понимали значение нашей деятельности. Я хочу вам все-таки пожелать прежде всего эмоционального, психологического и физического здоровья, потому что именно, мне кажется, от этого состояния будет зависеть наш результат. Все задачи, которые перед нами поставлены, они всегда определяются благодаря именно вам, в дальнейшем как результат. Поэтому, конечно, мы благодарны именно вам, потому что в течение 3 лет мы именно с вами создали систему научно-методического сопровождения педагогов нашей республики. Коллеги, передайте слова благодарности всем вашим членам. И, конечно, День учителя для нас профессиональный праздник. Поэтому, коллеги, всем благ, радости и того состояния, которое определяет именно, что мы верим и в настоящее, и в будущее. Спасибо за ваш вклад в систему образования. Еще одна минуточка. У нас нет общей фотографии руководителей. Буквально 1 минуточку.